Силовики республики провели беспрецедентную по своим масштабам операцию. За один вечер проверили 900 машин в Сыктывкаре и его пригородах. Некоторых водителей останавливали по 2 и даже 3 раза. Что искали инспекторы и кинологи, знает Антон Булаев. Вечер добрый. Спецзвод ДПС. Этот универсал с малолетними пассажирами в салоне инспекторы останавливают в поселке Максаковка. Дети не пристегнуты, о чем, со слов водителя, он даже не догадывался. Целый детский сад у вас сзади. Никто не пристегнутый. В смысле не пристегнут? Где у вас здесь? Все были пристегнуты. А где здесь у вас кресло, удерживающее устройство? На перекрестке Нюшчинское шоссе и улицы Красноборская дежурят сразу 3 патрульных экипажа. Здесь усиленную проверку проходят практически все проезжающие мимо автолюбители. Активное участие в операции «Безопасное движение» принимают сотрудники кинологической службы МВД. В последнее время к их помощи автоинспекторы обращаются все чаще. Только острый нюх собаки может уловить даже слабый запах запрещенных предметов или наркотических веществ. Это 2 мои собаки. Второй, получается, это у меня гордый. Он по поиску наркотических средств, психотропных веществ. Ему также, ему 5 лет, он на полгода старше Рая. С ним мы чаще выезжаем на места происшествия, а именно по поиску наркотических средств. Были случаи, когда и находили закладки в лесу, находили наркотические вещества в помещении, то есть в квартире. То есть сами закладчики, которые, скажем так, промышляют этим, развешивают, и так далее. Вот. И на машине тоже, конечно, да. Уже в сумерки в поселке Краснозатонский внимание нашего патрульного экипажа привлекает подозрительный байкер. Мужчина едет без мотошлема и виляет из стороны в сторону. Паспорт есть с собой? Нет, с собой. Вообще ничего нет? Что-то есть из документов личности удостоверяющие? Дома можем доехать. Нет, дома не будем доезжать. Давайте присядем, сейчас уточним ваши данные. Да нет, если никуда нет. Интуиция полицейских не подводит. Водитель действительно имеет все признаки алкогольного опьянения. Мужчина оправдывается. Дескать, проехал всего несколько метров. Направляется на мотоцикле сына в магазин, чтобы купить супруге шоколад. Управлял с виду детским мотоциклом, однако данный мотоцикл является питбайком, что является спортинвентарем. Эксплуатация его по дорогам общего пользования запрещена. Кубатуру он имеет довольно-таки немалую. Также известно, что данный молодой человек ранее уже лишался за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мотоцикл инспекторы передают подоспевшей на место происшествия супруге явно нетрезвого водителя. А его самого за управление байком без прав помещают в спецприемник. К тому же мужчине грозит и уголовная перспектива за то, что он повторно сел за руль под шофе. Следующего нетрезвого любителя двухколесной техники в районе Дырновских дач инспектору ГИБДД и вовсе пришлось останавливать прямо на ходу. Тест на алкоголь водитель скутера проходит в патрульном автомобиле. У вас результат выдал 1078 мг на литр дыхания воздуха. У вас установлено состояние алкогольного опьянения. Допустимое, у вас 1078, допустимо 160. Знаете, да? Очень много. За 6 часов рейда силовики проверили почти 900 машин. Каждый 20-й автолюбитель был оштрафован. 4 водителей находились в тот вечер в состоянии алкогольного опьянения. 2 из них сели за руль под шофе уже не в первый раз. Полицейские отмечают, данные профилактические мероприятия прочно вошли в практику госавтоинспекции. И уже не раз показывали высокую эффективность в борьбе с грубыми нарушениями правил дорожного движения. Антон Булаев, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.